Переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Кадырбаеву Кракельду Джумалевичу. Спасибо. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса. 29 декабря 2022 года в Конституционный суд Кыргызской Республики поступило ходатайство Тусучевой о проверке соответствия статей 218, 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики, постановление правительства Кыргызской Республики о перечне производства работ, профессий и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин от 24 марта 2000 года за номером 158, частям 3.4 статьи 23, частям 1.2 статьи 24, часть 1 статьи 42, статья 55, частям 1 и 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики от 27 января 2023 года было отказано в принятии к производству данного обращения. Однако 24 апреля 2023 года Османалиева Инора Мусаевна, представляющая интерес Тусучевой Ханыкей Азимжановна, обратилась с жалобой на упомянутое определение коллегии. Постановлением Конституционного суда Кыргызской Республики от 24 мая 2023 года жалоба Османалиевой, представляющей интерес Тусучевой, об отмене определения коллегии, вышеобозначенной, было удовлетворено, и ходатайство Тусучевой было принято к производству. Заявитель в своем обращении указывает, что отмеченными выше нормами Конституции установлено, что в Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. Не допускается дискриминация по различным признакам, в том числе по признаку пола. Эти конституционные положения согласуются и со статьями 2, 3, 23 Всеобщей декларации прав человека, провозглашающими право каждого человека на обладание всеми правами и свободами без какого бы то ни было различия как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения, на свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда, без какой-либо дискриминации и на равную оплату за равный труд. Кроме этого, заявитель отмечает, что конституционная гарантия о запрете и недопустимости дискриминации по какому-то ни было признаку также закреплена в Международном пакте о гражданских и политических правах, части 1 статьи 2, и Конвенции Содружества независимых государств о правах и основных правах человека, статья 20, участницей которых является Кыргызская Республика. В нарушение запрета на дискриминацию оспариваемые нормы ставят женщин, имеющих соответствующее образование и квалификацию, и претендующих на равный труд, в неравное положение с мужчинами, имеющими такое же образование и квалификацию по специализации. Тусучева указывает, что согласно части 3 статьи 23 Конституции запрещено принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Применительно к оспариваемым нормам отмечалось, что в соответствии с частью 4 статьи 23 Конституции законом не могут быть устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией. Субъект обращения отмечает, что список профессий, запрещенных для женщин, является наследием советской эпохи, открытой дискриминации женщин в сфере труда и объясняется одной заботой государства об их репродуктивном здоровье. Заявитель считает, что женщины имеют право сами решать, что им важнее, быть матерью и реализовывать свою репродуктивную функцию, или быть успешным профессионалом, работать и добиваться карьерного роста. В случае наличия риска для реализации репродуктивных функций женщин, необходимо предупреждать их о наличии таких рисков при планировании беременности, однако это не должно приводить к запретам на какой-то вид деятельности в отношении всех женщин. Подобные запреты нарушают принцип равенства прав и мужчин и женщин, поскольку никаких запретов, связанных с риском репродуктивному здоровью мужчин, по ее мнению, не существует, хотя подобный риск возможен в ряде профессий. При этом мужчинам оставлен выбор быть профессионалом или заниматься репродукцией. Так государство не навязывает выбор мужчинам, но обязывает выбор в форме законодательных запретов женщинам, и это является, по их мнению, прямой дискриминацией. С учетом изложенного заявитель просит признать оспариваемые нормы, противоречащими Конституции. В
ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию стороной ответчиком признаны Джугорку Кенеш Кыргызской Республики, Кабинет министров Кыргызской Республики. В качестве третьих лиц привлечены Министерство юстиции Кыргызской Республики, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Федерация профсоюзов Кыргызстана. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики и его регламентом по данному делу проведены все необходимые подготовительные действия, истребованные документы и другие материалы, которые соответствующим образом систематизированы в деле. Дело на сегодня готово к рассмотрению. Если вопросы есть, готов ответить. Благодарю за внимание. Есть вопросы?